Подход к растению как к живому существу. Болезней много, выход один – своевременный уход. Ни черви, ни птицы не помешали вырастить черешневый урожай. Все благодаря питанию, подкормке, обработке, рыхлению почвы и строгому надзору специалистов. Саженцы из Италии, Молдавии отлично прижились в Ингушетии. Сегодня трехлетние деревья уже угощают сладкими плодами. Собирают черешню-итальянку порядка 60 рабочих. Этот сорт отличается высокой урожайностью, десертным вкусом, а при созревании его плоды не осыпаются. А через пару дней в саду приступят к сбору черешни крупноплодой. В отличие от итальянки, у нее мягкий кисло-сладкий вкус. На сегодняшний день собрано около 10 тонн. Да. Это половина? Нет, это не половина, это где-то процентов 15-20. Это первый урожай в черешневом саду. Первые саженцы высадили в 2018-м, а следующие 2 года сад расширили. Охватили около 84 гектаров земли. Чтобы черешня не успела перезреть, рабочие поделились на группы. На каждый ряд по несколько человек. Они не только собирают, но и тщательно проверяют ягоду, чтобы в ящик не попала испорченная. Обращаем внимание на созревание. Бывает по цвету. Рабочие определяют по цвету. Если с дефектом, бывает, это убираем лишнее. Хоть это и первый сбор, но урожай не маленький, делятся специалисты. Обойдя 3 деревца, рабочие собирают целое ведро черешни. Немалый труд и современные технологии сделали свое дело. Здесь используют многоуровневую систему капельного орошения. Однако без трудностей в этом году не обошлось. Погода и перебои с водой сказываются. У нас 11 дней не было полива, и мы могли потерять весь этот урожай. И если бы даже у нас в дальнейшем не будет, из-за того, что эти проблемы возникают, у нас в планах посадить другие культуры, не то что черешня. Это может быть и персик, это может быть абрикос, это может быть слива, очень такие развитые, и киви может быть, вот такое. Если не будет проблем с водой. О качестве черешни тоже беспокоиться не стоит. Как заявляют агрономы, от химикатов они решили воздержаться. Деревья слишком молодые. В течение 2 недель рабочие соберут все созревшие сорта ягод. Реализация будет, конечно, первым долгом на местном рынке и за пределами республики. И даже Москва, Санкт-Петербург будут поставки. Кроме холодильных камер в черешневом саду планируют установить антиградовую сетку, чтобы защитить деревья от сюрпризов, непогоды и птиц. Хава Газикова, Адам Далаков, Новости 24.